Вот. По истории у нас вообще первый музей организован в 1972 году в Мелкокласском районе село Майя. Вот. В прошлом году исполнилось 50 лет. Вот. В нашей республике переменно числится 14 музеев. Это музей находится в ведении муниципального образования, который показывает историю спорта данного улуса. Вот. Моя задача в связи с столетием физкультурного движения и столетия автономии Якутии по всем районам открыть и создать спортивные музеи. Потому что это действительно национальные герои своих наследий, районов, улусов, городов. Вот. История должны показать своим детям, будущим поколениям. Наш молодежь должен знать своих героев. Вот. Это патриотическое воспитание. Недавно принято Министерство спорта Российской Федерации, чтобы встретить столетие физкультурного движения России по всем регионам, объявить физкультурное движение России. Вот. Но этот документ мы скоро получим и будем начинать. Не начинать, мы уже давно начали, когда был этот министр Никита Юрьевич Григорьев, по всем улусам мы направили в прошлом году главам письмо, чтобы они начали собрать материалы и в дальнейшем создать музей и издать книги. Вот. В данный момент мы имеем историю этих городов улусов, выпустили 15 книг. Вот. Это в основном справочные материалы. Исходя из этого, мы должны в следующем году сделать книги «История спорта Якутской ССР». Вот. Ну, еще раз хочу поблагодарить семье Кошневых, которые передали ценный материал. Валерий Пантелеевич с 1953 года работал в развитии спорта нашей республики, и в дальнейшем он вообще стал патриархом развития национальных видов спорта по всей России, Европы, мира. Поэтому сейчас наш вид спорта уже славится по всему миру. Вот. Ну, здесь лепта, конечно, есть Валерия Пантелеймоновича. Вот. Валерий Пантелеймонович до последней своей жизни работал в основном музее, редко звонил, спрашивал. Вот. Ну, в связи с столетием физкультурного движения республики мы здесь должны сделать немножко конструкции, должны показать развитие спорта республики. Но, был разговор с высшим министром Никитой Юрьевичем, который назначен министром Юрием Николаевичем, чтобы показать на этом музее по видам спорта. Вот. Люди заходят и спрашивают, где, например, Сашка, где бокс. Вот. Поэтому мы должны показать по видам спорта. Вот. И недавно я получил замечание этого директора Ледового дворца, чтобы нет материала наших героев. Вот. Он меня тоже говорит: Михаил Григорьевич, надо начинать, где перчатка этого Балашина или шиповка Татьяны Жирковой, где футболка олимпийского чемпиона Павла Пенина. Но это очень правильно, потому что наши спортсмены, наше поколение должны посмотреть эти атрибуты, экспонаты бывших героев спорта. Еще раз хочу поблагодарить сегодня посещением такой знаменитый день. Будем работать тесно, впереди большая работа ждет.